Малгобекская центральная районная больница вот уже месяц как функционирует стоматологический кабинет для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Уже успели принять 8 пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Сюжет Мадины Зоро. Сейчас маленький Ислам отдыхает в палате вместе с мамой и плюшевым мишкой рядом. Пару дней назад у мальчика под общим наркозом прошла операция по удалению и лечению сразу нескольких зубов. Все прошло хорошо, а главное без боли, говорит мама. Ведь у ребенка микроцефалия, и он все чувствует намного сильнее обычных детей. Стала возможной такая процедура благодаря Министерству здравоохранения республики, по поручению которого открыли кабинет для паллиативных детей в районной больнице. Анализ полностью хоз организовать он кельмел тихачин, Бог берка тихал бакар везендял. Он родитель щох поддержки. Кабинет по оказанию стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья начал принимать маленьких пациентов месяц назад. За это время здесь вылечили зубы 8 детям. Операции проходят без проблем и для самих врачей, ведь есть все необходимое оборудование. Кабинет оснащен не только стоматологическим оборудованием, но здесь находится и аппарат для ИВЛ, монитор для оценки гемодинамических показателей, пульс, артериальное давление. Наркоз ингаляционный – это наиболее безопасный и безвредный наркоз, обладает органопротекторным действием. Прежде чем взять на лечение ребенка, его осматривают на дому педиатр и врач-анестезиолог, которые и дают заключение, можно ли проводить операцию маленькому пациенту. Только потом и берется за работу стоматолог. Ребенок в процессе не испытывает дискомфорта, получает наркоз в присутствии мамы и после операции просыпается в палате пробуждения также в присутствии родителей. Прием паллиативных пациентов ведет опытный детский врач-стоматолог Ибрагим Алироев. Различие делать между здоровыми детьми и такими детьми, конечно, с ними сложнее работать намного. Там своя специфика. У них как бы многих рефлексов нет, они не могут сплевывать, там не могут, не знаю, проглотить нормально. И поэтому как бы мы с ними работаем только в наркозе. До открытия кабинета для паллиативных детей в Малгобекской центральной районной больнице таким пациентам только снимали острую боль. Сейчас у родителей есть возможность привести своего особенного ребенка от 3 до 18 лет и получить полное лечение с дальнейшим обследованием. Мадина Зоро, Али Зязиков, Магаз 24. В России планируют полностью запретить реализацию лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а также с отсутствующей или недостоверной маркировкой. Такой закон одобрен к принятию на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. Согласно инициативе, с прилавков также уберут медицинские товары, гражданский оборот которых прекращен. Федеральным законом устанавливается запрет на продажу фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Реализация положений потребует принятия подзаконных нормативных актов.